Добрый день, дорогие земляки! И с вами я, Кагамрат Хадыров. Эссалому алейкум, эзиз илдэшлэр. Как я вам говорил уже раньше, что туркменский режим мертв на 99%, чем жив, это подтверждается. Система начала сдавать сама себя. Недавно я прочитал в средствах массовой информации, что арестованы два прокурора. Один Койтендакского трапа, другой Этрапа Девлетли, в Ливавском вилаяте. Их обвиняют, что они торговали бензином в Узбекистан контрабандой, там сигареты контрабандой привозили, там баранов сколько-то здесь имели, госсобственность незаконно приватизировали. И из этого уходит вопрос, а где был хаким этого района? Куда они смотрели? Куда смотрели начальники отдела полиции, начальник отдела местной безопасности? Куда они смотрели? И почему-то выбрали в жертву двух прокуроров. Вот когда я вам говорил до этого, что Бердымухамедов жалкое подобие Ниязова, он идет по кругу. То, что он видел во время Ниязова, он и повторяет. Это пришло время. Сейчас пришло время организации Батыра Атаева, то есть Генеральной прокуратуры. Батыр, наверное, скоро будет выбран в жертву. Господа, министр внутренних дел, министр национальной безопасности и там другие силовые структуры. Вы на очереди. Потихонечку вы по кругу сейчас поют. И вас посадят. По вам тюрьма плачет. И ваш предводитель шайки Бердымухамедов вас принесет в жертву без зазрения совести. Если он не принесет вас в жертву, то он сам должен, он понимает, что он сам в таком будет в жалком положении. Или вы, или он. Поэтому вы скоро на очереди. Даже не думайте, что вы спасетесь. И сделайте вывод. А как я сказал, уважаемые земляки-туркменистанцы, которые в Туркмении находят, мы, как говорили, и будем продолжать. Без халк, без гулдаль. И скоро начнется чаре. И вы, когда дружно пойдете махать флажком, вместо Аркада Ашохрат мы кричим без халк, без гулдаль. И они начнут вздрагивать. Они в постели будут просыпаться в холодном поту. А теперь хочу чуть-чуть немного затронуть на тему Аквельсапара. Я хочу Аквельсапару предложить зарегистрировать тоже в книге рекордов Гиннесса по числу упоминаемости его в интернете. Я думаю, это возымеет эффект. Туркменское правительство, вы идиоты. Действительно идиоты. Ну, блин, один раз порицание, второй раз порицание. Вы всю машину бросили на это. И молодец, Аквельсапар. Аквельсапар, он герой в моих глазах. Почему? Я вам объясню. Потому что он своим заявлением, когда сказал, что туркменский президент мертв, он сдвинул тектонический пласт туркменской оппозиции. После этого люди зашевелились. И если туркменская пресс-служба, там Туркменпресс, не вышла на следующий день, то это не вина Аквельсапара, а вина туркменских служб информации, как туркменская пресс-служба. Начальник протокольного отдела где был? Его надо выгнать. Потом мне в комментариях пишут, что Кагамрат Хадыров, вы работали в органах, вы не хотите покаяться. А за что мне каяться? То, что я добросовестно выполнял свою работу? И за это меня попросили? За что мне каяться? Я не чувствую за собой вины. Сколько я вот расследовал дел, я за все отвечу спокойно. И все неквалифицированно получили свою кару. Если им было вынесено лишение свободы, все неквалифицированно получили свою кару. И никто из них, по-моему, ко мне претензий не предъявлял, не ходил к моей семье. Поэтому мне не в чем извиняться, господа. Там один пишет, не помню, Козырев или кто, ты что, говорит, во всеуслышание объявляешь, что придешь, возьмешь власть. Власть надо приходить как вор,
и захватывать. Нет, в истории был уже Тушинский вор. И он остался в истории как Тушинский вор. И власти у него не оказалось. Я туркмен. Я приду с гордо поднятой головой. Мы не хотим кровопролития. Мы придем с нашим народом. Захватим эту власть. И создадим нормальные гражданские институты. Нормальное демократическое общество. Выборность. Прозрачность. В этом даже не сомневайтесь. Некоторые опять мне пишут, ну я не буду фамилия там или как ники озвучивать. Там говорит, вы хотите сделать революцию. Я не хочу революцию. Я хочу разбудить в народе гражданская правосознательность. Чтобы они потребовали с властей те права и обязанности, которые они делегировали президенту. Чтобы президент нес ответственность перед народом. А пока что президент себя чувствует там себе царьком местным, или кто там, ханом или патшой. Видели на Каспийском форуме, как он подзывал себе Чаканов пальцем, иди сюда. Это что за уважение? Нет уважения к друг другу. Он себя же не чувствует. Понимаете, он даже говорить не умеет. Гнусавый. Вообще. Финями вот так. Ну так же нельзя. Хотя бы ладно. И прав один мой комментатор, когда пишет, армянин, по-моему, по армянской фамилии, сказал, sen iki sözü seplep bilemem. Doğru aytyan. Ben iki sözüm seplep bilemem. Sebebi beni mecbur ettiler öz yurdumdan gitmeye. Beni yattan çıkarıp barayan. Böyle şöyle hükümet olsa bize yol açardı. Gelip her yıl gelip gider yağlı. Biz o var Türkmenistan'ın pullarımı sağırdık. Türkmenistan'ı bayadırdık. Türkmenistan neydi? Rekitoriyalı öz rahatlarının pulları yığınıp, korkuzup, mecbur daşı yurtta gizlenip bir yağlı edip bir. Neyle o zatlar ol ya? Interesin. Bana yazıyalı Turçadan hat. Biz 3 şağını bakıp yiyoruz, özünü okudup yiyoruz, yukarı bilim alıp yiyoruz. Türkmenistan'ı o kadro olup yetiştirecek olsak o taydı gerek der, onlara işim yok deyip. Adamımız yok, adamsı ölünüptür Türkmenistan'ı. Gider yalı öy yok. Şu ayallara, şu zenanlara kömek etmen, şolar pasportu kuturunda gelip çalışmalarını onlar kömek eden ha. Bu yurt mu be beyli yurt diyen zadımız. Bu yurt değil. Bu banditska шайка diyorlar şunu. Он самым. И еще хочу сказать. Вот все говорят, объявите себя лидером. Лидером объявляет народ. Я не претендую на власть. Я хочу, чтобы мы изменили этот режим. Чтобы мои дети могли участвовать в выборах. Мне без разницы, вот сплетни занимается среди оппозиции, что там Кяризов сына хочет президент. Пусть он имеет право. Хоть кто угодно. Даже Бердымухамедовский внук имеет право стать президентом. Если он, конечно, подтвердит свои доходы, оплаченные в Англии, и заплатит туркменский в казну. Все имеют право быть президентом. Все имеют право выставлять кандидатуру. Это не какая-то прерогативно отдельно взятой группировки. Я вот это хочу добиться. Ну и, пользуясь случаем, хочу поздравить с днем рождения моего коллеги, оппозиционера Мақсата Сапармурадова супругу. Я так понял, что его жизни... Мы все люди, кстати. И мы должны как-то, хоть и в политической жизни, мы хоть и конкурируем, но мы должны поздравлять друг друга и общаться. И также я призываю всех. Я так понял, у Мақсата Байрамовича в жизни сыграли в судьбе 2 женщины. Это его мама и его волевая супруга. Я хочу поздравить ее с ее юбилеем. И хотел бы, как человек, который прозападных взглядов, видеть ее в политике. Кто знает, она была бы вторым Хиллари Клинтон в туркменской политике. Спасибо за внимание, мои земляки. Я с вами, ваш Хадыров Хакамрат.